Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Мы продолжаем показывать наши передержки, где живут спасенные от гибели якутские бездомыши. Это вторая передержка из трех больших. Смотрите, возможно, вы узнаете кого-то из собак. Кто-то из мелких и гладкошерстных живут в теплом доме и в бытовках. Кому-то неплохо живется в уличном вольере с утепленными будками. Недавно нам удалось реконструировать часть помещения на передержке, сделать так, чтобы было зонирование и чтобы больше собак поместилось, ведь, спасаясь с якутской войны, пришлось тесниться. Но собачкам настолько понравилась отремонтированная комната и полы с подогревом, что они все с радостью бегут в нее с прогулки и занимают свои места. Ведь они все дружат между собой. Конечно, есть в планах реконструировать и другие помещения на этой же передержке, но это планы, а сейчас, в тяжелые времена, надо выживать. Мне кажется, Геннадия решили поужинать им. Ну, он, правда, всем навешает, когда ему надоест. Бинго, а ты что развалился? Собака рассадила, а тем, кому места не хватило, они сказали, мы как бы и так вот можем. Эшли. Эшли, у тебя все хорошо? Люка. Бинго, Чаппи. Геннадий, Бакс. Здесь трое. Здесь 5. Здесь 6 штук. Вот она, кстати, видишь, реагирует. Да, девочка? Ну, это которая трусиха. Друзья, в ноябре мы рассказывали вам, как спасали мамку с оставшимся в живых одним ее щенком из ППЖ. Мамка еще на передержке и чувствует себя вполне вольготно, как вы можете сами убедиться. Так ведут себя собаки, которые уже ничего не боятся, которым не угрожает ничто, не зашуганы, знают, что всегда будут накормлены и к ним хорошо относятся. А ведь когда-то она была на краю гибели. Очень много времени хвостики проводят на улице, и это понятно. Собакам нужно бегать, играть, проявлять свой характер, а мы в это время наблюдаем за их поведением и решаем, может ли собачуля поехать в семью с животными или ей лучше быть единственной в доме. После лютых якутских морозов наши спасеныши радуются московской мягкой зиме, радуются и привыкают к тому, что они сыты, что не надо убегать, прятаться, не надо скрываться, дрожать, бояться где-то под домом, за углом. Повторюсь, что всем хвостикам сдаются анализы перед пристройством в семью, особенно в страны зарубежья. Чипы, медкарты и другое – это обязательное условие, и оно тоже требует времени и затрат.
Друзья, вы помните Грея? Невозможно было спокойно смотреть, как его трясло от холода. Как выяснилось потом, Грей был с температурой, и спасли мы его в последний момент. Да, успели, пролечили, вывезли, и вот он, веселый и счастливый на нашей московской передержке. Жесть, какая девочка. Скажи, ну чего меня никто не берет-то? Я уже, скажи, давно домой хочу. Здрасте. В окно не запрыгиваем, нет. Друзья, а узнаете Мию? Мы долго лечили ее от венсаркомы. Вылечили, вывезли. Почти вся семья уже пристроена. Надеемся, что и Мия уедет в новую жизнь, в семью, и будет так же счастлива, как и Оскар и ее дети. Про каждого из этих хвостиков можно рассказать историю. Главное, с вашей помощью они спасены. Они увезены из страшного места, и всем им мы сейчас ищем семью. Друзья, ваша помощь нужна не только для спасения там, в Якутске. Она требуется и здесь, в Москве, уже вытащенным, привезенным из ада. Мы спасли их и сейчас ищем им семьи, добрые руки. Будьте с нами, друзья, не оставляйте их.